Здравствуйте, новости в студии Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутии дали старт работе двух новых авиаотделений парашютно-десантной пожарной службы в Жиганском и Среднеколымском районах. Каждое подразделение насчитывает 30 человек. В Усть-Алданском Улусе стартовал марафон поддержки «Вместе 20 лет». Мероприятие посвящено 20-летию со дня основания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Неделя космоса в Якутии. Подведены итоги первого регионального чемпионата «Воздушно-инженерная школа». Участие приняли 24 человека. В республике дали старт работе двух новых авиаотделений парашютно-десантной пожарной службы в Жиганском и Среднеколымском районах. Каждое подразделение насчитывает 30 человек и оснащено спецтехникой, средствами пожаротушения и защиты. Сотрудники Среднеколымского отделения уже прошли обучение и получили допуск к сезону, а Жиганская завершает подготовку. Благодаря новинкам охраняемая территория республики вырастет примерно на 10 миллионов гектаров, а общая численность десантников пожарных в Якутии пополнилась на 145 человек. В планах довести число парашютистов пожарных до 200 человек и открыть еще одно отделение, но уже в Абыйском районе в 2027 году. Предприниматели региона спешат перевести грузы до закрытия ледовой переправы Якутск-Нижний Бестях в связи с тем, что работа ледовой дороги ориентировочно завершится 15 апреля. Подробности в сюжете. Для железнодорожников, экспедиторов и грузополучателей настали ответственные и напряженные дни работы. Необходимо успеть довести до станции Нижний Бестях весь груз, который находится в пути следования на сети железных дорог. Выгрузить и доставить на левый берег реки Лены. В текущий момент происходит заключительная фаза северного завоза. Сегодня здесь у нас дислоцируется порядка 350 вагонов назначением на станцию Нижний Бестях для предприятий горнодобывающего комплекса, для предприятий, обеспечивающих продовольствием республику, город Якутск. Якутскими железными дорогами за первый квартал перевезено 1,8 миллионов тонн груза. Грузооборот составил 680,1 миллионов тонн на километров, что на 6% больше, чем в прошлом году. На Невинском узлу 250 вагонов на отправление. Ежесуточно мы вывозим порядка 100-150 вагонов. На Алдане транзита в сторону Нижнего Бестяха 180 вагонов. Также ежесуточно мы вывозим порядка 100-150 вагонов. Обеспечивает безопасность и организацию движения поездов, маневренную работу и соблюдение графика дежурный по станции. Во время нашего пребывания по станции Алдан дежурным являлась Юлия Хазеева. По 4-му с картам по 315, 16, 88, по 496, 20, 4. Через станцию Нижний Бестях за 3 месяца текущего года перевезено 555,5 тысяч тонн груза, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня порядка 1000 вагонов находятся в движении на станцию Нижний Бестях. Все они будут доставлены к закрытию ледовой переправы. Продолжающийся рост объема перевозки грузов народного потребления свидетельствует о надежности, эффективности и растущей популярности железнодорожных перевозок. В Якутии продолжается работа по оказанию поддержки ветеранам боевых действий и членам семей участников СВО. Филиал фонда «Защитники Отечества» внедряет новые сервисы для удобства горожан. Жители республики, в том числе из отдаленных районов, могут подать заявление на персональное сопровождение через портал Е-Якутия или лично в МФЦ. Социальные координаторы фонда консультируют заявителей по всем доступным мерам поддержки. Содействие оказывается и в поиске пропавших без вести. Ведется прием родственников, осуществляется бесплатный забор генетического материала для ДНК-анализа и заполнение разыскных карт, которые еженедельно передаются в уполномоченные органы. Образцы генетического материала еженедельно передаются в военно-следственный отдел Следственного комитета России по Якутскому гарнизону. По вопросам розыска без вести пропавших в части заполнения разыскных карт и сдачи образцов генетического материала необходимо обратиться к социальному координатору Госфонда в районе по месту проживания. В тех районах, где отсутствуют социальные координаторы, необходимо обратиться в администрацию муниципального района. В городе Якутске филиал Госфонда «Защитники Отечества» по адресу улица Аюнского, дом 41/1.
В Хангаласском Улусе, где живут 6608 семей, из них 1688 многодетные, прошел День беременных. Всероссийская акция в поддержку будущих мам. Мероприятие состоялось в акушерско-гинекологическом корпусе. Женщинам подарили позитивные эмоции, напомнили о важности здорового образа жизни и помогли настроиться на счастливое материнство. А 7 апреля во Всемирный день здоровья в торжественной обстановке поздравили многодетных матерей. На сегодняшний день большое внимание материнству, беременным, качеству оказания медицинской помощи беременным, вообще охране материнства и детства уделяется очень большое внимание со стороны правительства Российской Федерации, со стороны правительства Республики Саха-Якутия. И в частности, вот в Хангаласской ЦРБ реализуется ряд проектов, которые направлены как раз на повышение качества оказания медицинской помощи именно по охране материнства и детства. Ежегодный всероссийский фестиваль «Будь здоров» стартовал в Якутии, приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Участники смогут получить консультации у более чем 20 медицинских специалистов, а также пройти диагностику. Помимо этого пройдут увлекательные лекции об уходе за собой, интерактивные практики. Можно будет попробовать и даже узнать рецепты здоровой пищи. Вход на мероприятие свободный. Главным же событием фестиваля стало подписание соглашения между Министерством по делам молодежи и Северо-Восточным федеральным университетом об углубленном взаимодействии. В работе Министерства по делам молодежи это направление было одним из приоритетных. Мы всегда опираемся на университет, потому что здесь у нас основное количество студентов. И, конечно же, можно сказать, половина студентов-медиков, которые участвуют в нашей волонтерской деятельности, потому что здесь медицинский институт, соответственно, еще мы опираемся на базовый медицинский колледж, который у нас работает в городе Якутске, поэтому вот это две организации, которые вносят в эту деятельность очень большую работу и свою лепту. Девиз этого года «Вместе к здоровью» стал основным при планировании и проведении школьных оздоровительных и спортивных мероприятий в Имиконском районе. С начала апреля школьники присоединились ко всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни» и организовали свою 1000 шагов навстречу своему здоровью. Акция направлена на популяризацию ЗОЖ и физической активности. В рамках этого мероприятия мы объявили акцию «1000 шагов навстречу своему здоровью». Учащиеся первых 11 классов были приглашены на стадион, где мы прошли не меньше 1000 шагов. Были приглашены также родители, приняли участие классные руководители. Эту акцию мы проводим с 4 апреля и по 11 апреля. У нас уже приняли участие больше 60 человек. В Усть-Алданском Улусе стартовал марафон поддержки «Вместе 20 лет». Он посвящен 20-летию со дня основания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В рамках марафона организовали акцию «Дети. Цветы жизни», а также состоялась страцессия с социальными партнерами и попечителями реабилитационного центра, где обсудили будущее учреждения. Реабилитационный центр имеет 10 койко-мест для детей. На данный момент его посещают 4 воспитанника. Ради благополучия детей трудятся 17 специалистов. За эти 20 лет нашими попечителями сделано очень много для нашего центра, для наших воспитанников, детей, для наших семей, которые попали в разные трудные жизненные ситуации. Это чувствуется особенно в нынешнее время, особенно сейчас, когда нужна сторонняя поддержка от других организаций, от бизнеса, просто от добрых людей. Это чувствуется, и сегодня здесь присутствуют наши благодарные воспитанники и их родители. В Амге началась учебная сессия заочного отделения филиала Якутского педагогического колледжа имени Степана Гоголева. Учебное заведение готовит специалистов по направлению преподавания в начальных классах. В течение 39 календарных дней студенты заочного отделения будут проходить практикоориентированные занятия, в которых выполнят различные практические и самостоятельные работы. Данная инициатива направлена на повышение доступности получения качественного среднепрофессионального образования именно по месту жительства. Обучение у нас организуется в форме выездного формата. Это значит, преподаватели приезжаем сюда, в Улусы, и читаем основные дисциплины по профессиональным именно модулям, да, что облегчает процесс обучения для работающих наших студентов.
А основная образовательная программа такая же, как у студентов, заочная форма ЕПК. В Латинском и Тампонском районах проходит десант преподавателей из ВФУ для подготовки выпускников к экзаменам. Преподаватели уже 3-й год подряд проводят для учеников 9 и 11 классов интенсивные курсы, тестирование и разборы сложных заданий ОГЭ и ЕГЭ. Программа направлена на устранение пробелов в знаниях и уже доказала свою эффективность. Выпускники прошлых лет успешно поступают на бюджетные места в ведущие вузы страны. Неделя космоса в Якутии. Подведены итоги первого регионального чемпионата воздушной инженерной школы. Участие приняли 24 школьника 6-8 классов из Якутска, Горного, Хангаласского, Амгинского, Улусов. Работа с командами началась еще в ноябре. Для юных инженеров провели ознакомительный интенсив, где состоялось знакомство с оборудованием и профильные лекции. На протяжении последующего полугода участники разрабатывали собственные модели ракет с бортовой электроникой, уделяя особое внимание инновационным решениям, включая новую систему аварийного спасения. В тройку лидеров вошли представители физико-технического, Амгинского лицеев, а первое место заняли воспитанники Дворца детского творчества. Сейчас мы собрались с ними в прошедшие дни. Они доработали под нашим руководством свои аппараты, и вчера успешно мы провели запуски. А в целом ребята показали достаточно высокий уровень технической, теоретической подготовки, но над уровнем, скажем так, экспериментальным, инженерным еще есть куда расти, поэтому я думаю, что у нас еще много работы предстоит в ближайшие годы, и надеемся, что эта работа будет плодотворной. В Якутске открылась выставка к 120-летию Дмитрия Кононовича Сивцева Суаруна Малона. На экспозиции представлены личные вещи, документы, грамоты и работы писателя, в том числе рукопись либретто оперы «Нюргун Ботур Стремительный». Экспонаты показывают творческий и жизненный путь народного писателя Якутии, драматурга, автора ряда историко-краеведческих работ и произведений для детей. Над ней работали музеи республики, культурных учреждений и архивов. Выставка открыта для посещения в Доме правительства номер 1. В Национальном архиве у нас хранится личный фонд Дмитрия Кононовича, который охватывает большой цикл его жизни. Сюда он сам лично нам передавал. И в этой выставке экспонатами у нас служат, допустим, его личные документы. Это почетная грамота по созданию учебников для детей школьного возраста, а также членская книжка. Это все у нас, получается, подлинники у нас хранятся. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.